Плакаты, вывешенные на видных местах в районе перехода и на платформах. При переходе через железнодорожные пути. В этом коротком видео собраны правила техники безопасности на железной дороге. На встрече со школьниками сотрудники Кыргыз-Темиржолу показали данный видеоматериал. Подойти к железной дороге. Подошел, да, смотреть по сторонам, есть ли кто или нет. Часто можно заметить, как, так сказать, необразованные ученики кидают камни в движущийся поезд, что чревато плохими последствиями, как для машиниста, так и для самих школьников. Правила безопасности на железных путях ученики закрепили основательно. Они пообещали не только соблюдать их, но и передавать их своим одноклассникам, сверстникам и родственникам. Многие ученики, возвращаясь домой в обеденное время, смотрят на телефоны и даже не снимают наушники. И, конечно, поезд дает сигнал издалека, но прохожие не замечают. Детям нужно объяснять, так как они еще не осознали эту опасность. Мы даже зимой, когда катаемся по льду, их ругаем и предупреждаем, чтобы они не играли на рельсах. Нет, я живу не рядом, но у меня есть много знакомых, они живут рядом с железной дорогой, и они знают больше информации о железной дороге, да, какие должны быть безопасности и так далее. Но сегодня я узнала некоторую информацию, да. Раньше, например, то, что нельзя подходить, когда поезд едет, я об этом не знала, сегодня узнала нового. А так, у нас проводят часто классные часы. Эта школа в селе Люксембург расположена недалеко от железной дороги. Для безопасности учеников учителя всегда информируют их, как правильно вести себя на железной дороге. Но, конечно, правила будут усвоены более качественно, когда рассказывают сами специалисты, говорят учителя. В Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях есть 54 школы около железной дороги. Разъяснительные работы ведутся практически круглый год. Сегодня сотрудники Кыргыз-Темиржолу направились далее, в школу номер 2 города Кант. Сотрудники Кыргыз-Темиржолу дали информацию о правилах поведения на железной дороге. Воспользовавшись случаем, хочу обратиться к родителям. Мы должны совместно обучать детей технике безопасности. Специалисты объяснили младшим классам, насколько опасно играть на железных путях, а старшеклассникам ходить по рельсам, особенно как это стало модно в наушниках. Мы провели разъяснительные работы в школах Канта и Люксембурга. Ежегодно эти акции мы проводим в летнее и весеннее время. Сейчас мы находимся в школе номер 2 в Канте. Все эти несчастные случаи происходят из-за халатного отношения людей. На сегодня дети в наушниках ходят по рельсу и играются, не осознавая, какие могут быть печальные последствия. Есть специальные предупреждающие знаки, нужно их строго соблюдать. Стоит отметить, пешеходам запрещено ходить по железной дороге, однако запрет не соблюдается как учениками, так и взрослыми, в результате чего часто из-за аварии погибают люди. В прошлом году всего было зарегистрировано более 100 экстренных аварий, 9 из них с тяжелыми травмами, 10 погибли. К сожалению, накануне авария унесла также жизнь 4-летнего мальчика. Поэтому госпредприятие Кыргыз-Темиржолу призывает граждан соблюдать правила техники безопасности на железных дорогах. Рашид Алиев, Айгерим Бараканова, Нурдан Карпеков, Пирамида.